Сегодня у нас число... Какое сегодня число? 2 мая. 2 мая. Приехала машиночка на диагностику. Точнее, уже не на диагностику, потому что, ребят, вам всем рекомендую эти диагностики. Это трата времени и лишняя, как говорится, нагрузка на батарею, потому что смысла нету. В любом случае надо вскрывать, если автомобиль беганный. С какого года? Сейчас зря ты собрал. Да? Зря собрал. Вот, у человека, 22 год. У человека все есть бумаги, то, что он проверял, есть разбеги. В общем, тут камера не позволит. Это вот крайне, это 24 апреля. Человек щепетильно относится как бы ко всем этим бумажкам. А это вот на момент покупки в 21 году. Это в 21-м. Гибрид сервис. Так, это на момент он гибрид. Тоже, кстати, наш филиал. Вот. Ну, что я могу сказать? 007, в принципе, отличный результат. Ну, сейчас, получается, прошло 2 года, да? Ну, почти 2 года. Почти 2 года. Машинка понтовая. Черный цвет. Прям пацанский. Есть небольшие замечания там. Но это человек, как говорится, перед продажей решил проверить. На видео все заснять. Вот. Сейчас по кругу пройду. Видим их подкрасы там и так далее. Это уже сами проверяйте. А я чисто визуально. Человек дал добро. Чисто визуально посмотрим. Бампера. Вот, ну а это болезнь, кстати, ихняя. Потому что вот тут крепление вот это вылетает. Чуть-чуть смещается. Ну это мелочь. Это мелочи. Можно поменять. Поменять эту направляшку. Нормально будет. Крутые колеса стоят. 17-й. По-моему, 17-й. Да, 17. В общем, машинка. Не знаю, там по подкрасам, сами смотрите. Так, по салону. Руль простой. Ну, как таковых затертостей. Здесь комплектация, по-моему, простая. Но все равно S-ка комплектация. Даже в самой дешевой комплектации у Приуса. По-моему, гелики, да, у них там? Да, у Приуса самой дешевой комплектации есть раз подушка. В ногах тут должна быть подушка. Тут подушка. Круиз есть. Это очень круто, ребят. Круиз. Что тут еще? Ну, Майфун. С чем он там? С Bluetooth. Вот написано Bluetooth. Что тут? Салончик. Ну, тут вот такие вот основные места. Вот. Да, это... Где приобретали, Василий? Владивосток. Владивосток. Что там говорили? Сколько хозяев? Я третий. Там, получается, первый вот растаможил, потом купил его друг. Так. Вот, я у него вот и выкупил. Еще с первым хозяином виделись, когда оформлялись. А, все, с первым есть. Вот такое замечание. Трещина на лобовом. Ну, лобовое мененное. Ну, тут хук написано. В общем, ну, Prius сейчас популярная машина. Очень крутая тачка, такая быстрая, дерзкая пушка. Есть регулировка руля вверх-вниз на себя, допустим, для девушки. Хоп-хоп, можно регулировать. Полный мультируль, кстати. Полный мультируль. Так. А на них бывает, да? Там, что? Еще бывает тут вот это не совсем полный. Ну, да, кнопки там. Бывает вот здесь кнопки. Да, отвечать на звонки. Вот крутая штука, подсветка. Дорого-богато, чтобы в лужу не наступили в темноте. Так, салон. В принципе, все знают, что этот автомобиль чисто для коммерческого использования. Для того, чтобы перевозить людей. Пространство в ногах. Очень так прилично пространство в ногах. Цикалки дополнительные стоят. Значит, тут звук неплохой должен быть. Ну, чехлов нету. Обычный салон. В принципе, машинка хорошая. Будем сейчас снимать батарею. Как бы так, вдруг кто захочет приобрести автомобиль.
Ну вот, замечание такое. Ну, будет и скидочка, соответственно. Сейчас буду снимать батарею, потому что все эти диагностики компьютерные, это, конечно, хорошо, но это больше самобичевание, так скажем. На самом деле надо проходить ТО. Вот. Вот такой ящик еще идет, наверное, в комплекте, да? Да. Да, вот ковер, ящик, все. Товарищ оставит. Будем снимать батарею. Итак, первое. Чуть-чуть старый хозяин. Видимо, первый, да, хозяин? Занимался тут шумочка есть небольшая. Ну, на дверях тоже. На дверях тоже, говорит, шумочка есть. Это очень хорошо. Есть провода. Кто-то кинул провода. Уже. Ну, в принципе, для нормальных пацанчиков музончик должен быть, огонь. Всегда. Вот. Сейчас буду дальше разбирать. Посмотрим, что внутри, как состояние. И Василий говорит, то, что снимает вентиляторы, чистят, да? Угу, Да. бывает. Ну, это глупости какие-то. Ну, отдельно от батареи иметь. Да, надо всю батарею снимать и чистить нормально. Потому что это полумера. Ну, смысл, конечно, он волосы сюда засосал. Волосы. Ну, сейчас увидишь. Посмотрим, скроем, крышку скроем, посмотрим, что там. Помогло ли вот это вот просто вентилятор почистить или нет. Да, проверим. Что, начинаем? Да, видео было такое. Все, началось. Угу. Отсюда выходит. Ну, выходило, по крайней мере. Сейчас скроем, посмотрим, что внутри. В реальном времени. В реальном времени посмотрим. В реальном времени. Что там внутри? Интересно самому. Потому что если там надписи, если там имеется надпись других мастеров, пломба какая-то. Ну, батареи то, что мененные. Возможно, из-за этого. Ну, на данный момент видно то, что элементы у нас так, по очереди идут. 28. Итак, батареечка контрактная. Все идет по очередности. По очередности. 83, 84, 85, 86. Так, состояние. Ну, видно, что, конечно, пыль сосет между. Вот пыль лежит. Сейчас пойдем наверх, посмотрим, что с контактами. Еще продуем, посмотрим, сколько отсюда выдуется пыли. Смотрим. Да. В общем, в Якутии надо каждый сезон, наверное, такое мероприятие делать, потому что коврики забиваются, с ковриков берет пыль, засасывает сюда, а тут остается вот в этих сотах. Вот. И идет деградация. Если не чистить, как правило, вот тут середина охлаждения плохое, она боится у нас, как все знают, не холода, а боится тепла. В общем, боится тепла. Ну, холода, в принципе, тоже боится. Ну, смотря какого холода. Если его оставлять замороженным,
никель металлу пофиг. Литий-ион умрет. Этому пофиг. Это чуть-чуть деградация будет, но он не умрет прям основательно. Так что все, сейчас собираемся наверх. В общем, пока стол у меня занят, сейчас для общего, как говорится, знания рядышком поставлю модуль. Вот это Aqua, Fielder, Axio и Sienta есть еще. Это ее модуль, тут 20 элементов, а там 28. Сейчас рядышком положим, увидите. Вот разница, пожалуйста, наглядная разница. Тут 8 элементов еще не хватает, а у Приуса 8 элементов еще, и поэтому он такой прям бойкий, прям дерзкий. Крутая машина. Сейчас поставлю на стол, скроем, посмотрим контакт за сколько лет? 2 года? Да, в июле 2 года день. Да, 2 года в Якутии, посмотрим, что с контактами. В общем, сам хозяин в реальном времени. Посмотрим, что у нас с контактами. Хоба. Прибор там тоже, в принципе, компьютерная диагностика показывает, то, что контакты у нас, пожалуйста, ближний. Видишь, они прям все зеленые становятся. И из-за этого идет деградация. В общем, сейчас заднюю часть тоже снимем. Ну, тут такая же картина. Тут такая же картина. Пожалуйста. Казалось бы, это мелочи, но ТО лучше, конечно, делать, ребят. Это же ваши деньги, как говорится. Каждый элемент будет, когда вылетать, каждый элемент 3500, допустим, стоит. Смотря какой емкости. Большой емкости 4000 стоит. Один вылетел, 4 рубля нету. 2 вылетело, 8 нету. И так далее. 10 штук вылетело, 40 тысяч нету. Поэтому не забываем, то, что в принципе это самостоятельно можно сделать, поменять, но может током ударить, что-нибудь сделаете не то, оторвете, рука не набитая и так далее, как бы на свой страх и риск. В общем, сейчас подцепим приборчик, посмотрим именно состояние в реальном времени под нагрузкой. В общем, первое состояние в стоячем 0,05 разница. Вообще обалденная батарея, но так не проверяется. Всегда проверяется под нагрузкой. В общем, сейчас первые настройки сделаю. Итак, 0,09 разница, 0,10. В принципе, самое главное тут у нас задача проверить ее на разрядке в пиковый момент. В общем, это долгая история, поэтому пауза. Будет просто скрин последний. Программа Hybrid Neo Lab позволяет в реальном времени мониторить реальную большую нагрузку, дает 7 ампер, 7,92. И до 14 вольт понижаем до 14 вольт. И тут вот имеется вот такой график. В принципе, на больших вольтажах всегда, как правило, хорошие результаты. Но, по крайней мере, при первом подключении уже можно понять, что... И по времени можно понять, сколько батарея вообще по емкости. Определение тоже уже со временем появляется. Не обязательно там каждый элемент этот проверять, там его бедного лишний раз разряжать, заряжать. В общем, сейчас прогоним, посмотрим, контакты заменим и скажу свой вердикт именно по этой батарее. По Приусу номер какой? 403. 403 номер. Черный Приус. В общем, батареечка
На данный момент ровная. Но это пока 15 вольт. Сейчас вот ближе к 14 будет подходить в пиковой нагрузке. Тогда все покажет. А пока они заряжены, они все как бы ровные. Но уже ровно мне очень нравится, как идет, в принципе. Парень молодец, перед продажей. Видос хороший получится. Контакты заменим, обслужим, продуем. Тут некоторые мастера забывают вот эту штуку. Где она там? Перегородочка. Вот она. Перегородочку вот эту забывают ставить. И все. И убивают батарею тем самым, потому что потоки воздуха другие происходят. Нету. Получается, отсюда снизу дует, как я объяснял, вверх поднимается. Тут закрыто. Вот. Одна закрытая, и эта сторона закрытая. Получается, сюда вверх и уходит назад. Если вот эту штуку забыть поставить, то батарея придет пипец. Ну, в общем, это долгий процесс разрядки, поэтому пауза. В общем, батареечка показывает 0,20 допустимые, 0,70 допустимые максимально. В принципе, сейчас рекомендуется на данный момент времени тусануть ее было бы, конечно, в идеале. Поменять контакты, тусануть, потому что серединка уже просажена. Хотя бы разочек пройтись тусовочкой, чтобы прям вообще картинка была. Либо просто поменять контакты, ну как клиент решит, так и сделаем. Либо просто поменять контакты, оставить так, как есть. А следующий клиент, который эту машину купит, перед зимой приехать опять ко мне, и тогда мы уже тусанем по половинкам, чтобы все было, как говорится, ровненько. Но сейчас тоже, в принципе, ровненько. Разбег небольшой, 0,20. Не как у ремонтированных. В принципе, сейчас можно поколдовать. Тут цена вопроса, как говорится, только решается. И будет как у контракта прям. Разница. Хорошая картинка. Сейчас порешаем с человеком. И дальше уже решим. Так, человек недолго думал, в принципе, почему-то сомневается, что продаст, но сейчас после этого видео, наверное, человек все-таки, кто посмотрит этот видос, поймет, что батарея четкая, классная. Я сейчас все элементы разберу конкретно, потому что здесь еще все равно пыль осталась, остаточная. Полностью разбираю, каждую батареечку потом проверяем и специальным методом тут происходит тусовочка, проверенная уже годами Владивостока. И будет разница в концовке. Вот сейчас мы увидели 0,20. Моя задача получить 0,07, 0,9. Вот такую вот. Посмотрим. В общем, буду работать, разбирать и так далее. В общем, продолжаю. Вот такие контактики у нас за столько лет. Батарея-то хорошая. Батарея хорошая, но все равно надо обслуживать. Там есть ребята, конкуренты, конечно, которые от себячины занимаются всякой. В принципе, там берут контакт и начинают его наждачкой тереть. Так делать нельзя. Просто химически чистишь. Вот такое состояние у него. Это считается чистым. Поэтому не думайте, что он там до блеска должен быть. Вот это состояние, это называется чистое состояние. Это химией обработано. Это владивостокский вариант. Ребята уже 1000 лет, грубо говоря, не 1000 лет, но много лет работают. И никто там наждачкой их не трет. Поэтому вот это состояние, это считается уже после химии чистое. Так что не надо там просто думать, что там наждачкой кто-то прошел и от этого хорошо. Там не должно быть никаких царапин на них. Вообще абсолютно. Тем более тут еще свой лак есть заводской, который стирать нельзя. Химия его не убирает. Как-то так. Ладно, продолжаем. В общем, это самые грязные контакты, которые я когда-либо видел. Это просто
Просто вообще. Ну, есть, конечно, тут. Итак, задняя сторона. Даже если ты продуваешь, все равно остаются моменты. Моменты остаются. Поэтому сейчас тусанем и нормально все будет. В общем, сейчас тусанули. Вся стала. Ровненькая. Разница минимальная стала. 0,13. Но это первая, как говорится, первый проход, потому что сейчас она будет, когда работать, будет выравниваться самостоятельно уже. Но тот факт, что мы сделали перетусовку, какую перетусовку я говорить не буду на видео, чтобы не знали, как говорится, конкуренты. Она все нормализуется. Уже результат получше. В общем, собираю, упаковываем и отправляем человечка кататься. Спокойно можно эту батарею продавать, точнее эту машину. Батарейка хорошая. Все элементы родные. Ни на одном крест не стоит. В принципе, я рекомендую, если человек будет продавать, нормальная цена, если будет по рынку, то вообще без проблем. Машинка эта на видео есть, номер он не скрывает. Как-то так. Ну все, всем до связи, буду собирать, отпускать клиента. Ну все, машиночку собрали. Садись, пожалуйста, заводи. Сейчас посмотрим еще дополнительные ошибочки. Посмотрим, сейчас заведется, нет. А то вдруг я рукожоп. Хоп. Заводы. Хоп. Ничего не горит. Все отлично. Пойду я за сканером. Сейчас просканируем все старые ошибочки. Ну, правило хорошего тона посмотреть. Посмотреть старые ошибочки. Все? Все нормально? Ничего не горит? Все отлично. Сейчас пусть прогревается пока. Так. Отнесу инструмент. Ну, немножечко пока сканирование идет. Расскажу, почему именно я люблю, вот почему Приуса. Потому что это самый такой аппарат космический. Вот эта консоль парящая. Джойстичек, так удобненько сидишь здесь. Все расходники вообще можно в любой разборке Владивостока найти. И они дешевые, потому что массовость. Вот, допустим, на Альфе уже другая ходовая часть, другие стойки, другие ступицы. Уже ты так не найдешь. Ну, так легко. Здесь Prius 30 просто миллионами штук они его делали. Прям бестселлер. Прям вообще. И по салону. Четко вообще в салоне. Хэтчбэк. Вот эта вот система. Можно холодильник привезти, там вот это все. Салон просторный. Очень просторный салон. Мне очень нравится. Практичный. Все есть, грубо говоря. Все на разборках, все есть. Абсолютно. Сейчас в реальном времени посмотрим, какие были ошибочки. Вот 100% сейчас сканирование прошло. Сейчас какие-то старые ошибки будут. Вот по кондиционеру что-то было. Потому что, может быть, есть видео по этой машине с Андреем Тоскиным, бестселлером тоже нашим. Я к нему заходил, как бы лично знаком. АЭС-кондиционер, наверное, что-то снимали, да? Кстати, кондюшник работает? Вроде нет. Давай-ка проверим кондиционер. Ну, да, заработал. Кондиционер работает вообще. Тут электрический кондиционер, машина сама заглушена. Так, что тут написано? Цепь сервопривода, заслонки. Так, что еще было тут? Связи, стартер, удаленного управления. Ну, что-то, видимо, по сигналочке, наверное. Все, больше ошибок тут нету. Ну, правило хорошего тона.
все это стирать. Ну, дальше продолжая. В стоке машина имеет мультируль полный. Это вообще супер просто. Когда мультируль. Удобная посадка. Довольно-таки приемлемо. Сейчас прокатимся. Василий говорит, прокатиться, посмотреть, топает, не топает. Но сейчас я скажу свои потом ощущения. Но на самом деле машина довольно-таки бодрая. Что-что, а по динамике очень хорошая. В общем, чуть-чуть еще прокатимся. И на этом видео закончим. Так, сейчас прокатимся. На виду посмотрим, что у него с кузовом. Решил парню помочь. Парню решил помочь с продажей. В принципе, машинка хорошая. Почему нет? Так. Пойду отнесу и прокатимся. А так, человек решил продать. В принципе, сейчас моя рецензия будет. Снимай, пожалуйста. Так, Василий тоже как блогер, да? Вид цифрового бессмертия это называется, ребят. Так что не стесняйтесь. Если какую-то работу делаете, можете нормальные видосы снимать, а не вот эти вот какие-то рекламные там пиар-акции. Вот. Себя показывайте, кто вы, что вы, как выглядите, как общаетесь, какие машины у вас были, рассказывайте. Вот. В принципе, у меня был Prius. Там на моем канале есть Prius. Так, ну что, нарушать будем, нет? Нет, не будем. Еще успеем нарушить. Проверим. Динамика. Ну, приборочку, наверное, да, снимем? Как он разгоняется? Сильно. Если... Ну-ка, для отсвечения будет. Все таксисты Владивостока топают на них. Вот у него такая, у него скорость. Вот это что у тебя вот всякие вот эти. А, это всегда бренчит, ну мелочевка да, всякая. Вот, у меня ничего вообще не лежит ни в одних этих. Так, что? На 17-х тяжеловато На здесь. 17 колеса у человека. Ну, за понты, как говорится, платим динамикой. В принципе, все это знают. Чем больше колеса, тем меньше динамики. Ну, тут момент может есть по ходовочке, может какой-то. Вот. После зимы бы перебрать бы это все дело. Вот. Ну, это, ну, как говорится, если там человек цену будет меньше делать, то почему нет? Если это в цену входит, скидка. А так, ну, сейчас чуть-чуть подальше проедем там до камеры. Посмотрим, что она может. Но мне Prius очень нравится. Да, вот сюда можно. Да, там занято. А так удобно, то что вот парящая консоль, здесь всякие вот такие штучки. Вот это вот есть. Удобно. Удобно. А, это простая комплектация, потому что у меня катается. У меня подлокотник катается. Ну, был, по крайней мере, S-комплектация. Это какая-то другая, может, комплектация. Сейчас развернемся. Туда прорвем. Но динамики хватает, в принципе. Это 1.8. Плюс очень экономично машина. Лично мне очень нравится. 30-й Prius. Я прям не вижу прям альтернативы даже этой машине. Ну в Power моде совсем, да, другая Ну, машина. кстати, да, может быть про Power Mod можно включить. Power мода. Так, что у нас там? Power Mod. Спасибо, дорогой, что пропустил. Ну, Что, в обычном или? Не, давай, обычный режим. Вот, Ну вот, в обычном. пол. Тапка в пол тоже, вот. Это просто Эва коврик не дает. Да, кстати. Это Эва коврик. Еще тут, ну, сотка уже туда. Ну, почти сотка, да. Ну, сами. Машина, как говорится, после раскоксовки, да? Да. Андрея Тоскина. Прям все есть, видео будет там, ссылка в YouTube тоже будет. Именно, кстати, я недавно смотрел, по-моему, даже удивился, то что Андрей занимается гибридами, думаю, нифига себе.
Поэтому я с этим вопросом тоже к нему подходил. Андрей, кстати, привет тебе. Давайте там растите, как говорится. А так, ну, кто скажет, что динамики нет? Ну, я не знаю. Динамики тут достаточно. Вообще абсолютно достаточно. Ничего не надо делать. Она вообще сразу рвет. Где-то тут камера была. Поэтому по объездному шоссе есть камера? Не, честно, не проверял. Вот камера, видишь, висит. Да, здесь особо не Удобная, летает. кстати, даже. удобная приборка вот эта вот электрическая приборочка. Ну то, что вот это всякие вот это у Василия лежат всякие вот эти вот штучки, погремушки. Я бы это все убрал, конечно. Кстати, наверное, у многих владельцев всяких меток это не монеты, Да. это все батарейки от гребаной метки Пандора. Да. Вот поэтому и не любят люди Пандору. Ну вот сейчас вот, допустим, да? Хоп. Все. Ну, в принципе, можно Power нажать. Это у меня был этот. Все, Да, в такси. пауэре. Ну, в Power это вообще другое. Она бы, наверное, слушай. Это 17-е колеса, ребят. 17-е колеса. И едет очень достойно вообще, прям. 115, 120. Ладно, что дальше? Продолжение. Ну, Power лично я как бы не рекомендую нажимать. Но у меня был знакомый таджик, у него была эта кнопка постоянно затерта. Он по трассе вот так едет по трассе и постоянно эту кнопку нажимал. Бэм, бэм. Вот. Постоянно я нажимал, чтобы кого-нибудь обогнать, топнуть и так далее. Не понимаю, кто вот так вот в экомоде катаются Ну, постоянно. в принципе, комод можно тоже проверить, конечно. Сейчас мы... Не, я пробовал в экомоде. У нас хватит? Вылезаем. Сейчас кто-нибудь пойдет. Сейчас мы пристрахуемся ихними бок. Вот, он свой бок поставит. Удобно, вот. На электротяге она удобно идет. Ну, сейчас вот опять можно. Ну-ка, на тошниловке, давай на экомоде проверим. Все, экомод загорелся. И вот даже, ну, да, в принципе, она все равно едет. Ей деваться некуда. Ты же тапку нажал. Тапку нажал. Вот опять, ну опять сотка. Куда еще? Самый надежный, наверное, автомобиль, который я когда-либо вообще встречал, это 30-й Prius, потому что у них пробеги по 500 тысяч спокойно ходят они вообще. Ну, двигатель там 60 тысяч рублей стоит без навесного. Хотя без навесного, в принципе, может быть еще дешевле, потому что у меня помпа была, я за 60 покупал вместе с помпой. Помпа тут дорогая стоит, ну как бы электрическая, но она не выходит из строя. Если выйдет из строя, как бы всегда ошибки тут покажут, надо сразу поменять. Тут такой очень, электрика очень такая, не даст двигатель угробить. Не даст угробить двигатель. Электрика вообще просто обалденная. Чуть что сразу чек загорается, в аварийный режим переходит, что ты можешь просто потихонечку, вот так как на эко-режиме, тошнить. Вот. Ну, лично я не рекомендую на эко-режиме кататься. Как бы зачем? Она и так экономична. Все, оба. Нет, нельзя. Интенсивность движения. Ну, все таджики Владивостока всегда тапку в пол делают. Чем больше ты тапку в пол делаешь, тем лучше у тебя батарея проживет. Тем лучше батарея тебя будет чувствовать. Вообще ускорение прям. Я не знаю. Ну, кто-то E-Power этот покупает. В принципе, я тоже смотрел E-Power, но он... Ну, если сломается, там другие будут вообще проблемы. Здесь массовый, миллионами штук его сделали. Вообще прям как горячие пирожки разлетался этот Prius 30. Все такси в любых странах, Америка, кто там, вообще все страны мира покупают эти машины в такси, где большие огромные пробеги, чисто коммерческий транспорт. Коммерческий это значит, чтобы было соотношение потребительских качеств, то бишь большая машина на самом деле, салон удобный, C-класс, грубо говоря, тут сзади прилично. Вот я, допустим, сижу спокойно, я 1,75 м,
сзади, там за мной место есть. Что еще надо? Экономичная, 1.8, налог маленький, 99 кобыл по ПТС-ке. Маленький налог, маленькая страховка. В принципе. Ну это как бы первый такой видос, когда я с человеком катаюсь. На самом деле я знаю, как эта машина едет. Просто рассказываю, что кто в ближайшее время хочет 30-очку покупать, можете ко мне приехать, я посмотрю. Если согласится продавец именно снять батарею, показать. Потому что одно дело, у меня просто был опыт такой, что подключили, показали, батарея плохая, и, грубо говоря, я бы развернулся. А на самом деле батареечку мы перебрали, сделали, и все, и я нормально, грубо говоря, там приобрел хороший автомобиль, у которого там, ну, не такие уж прямо убитые характеристики. А батарею я считаю, то, что все-таки лучше проверять со снятием. Да? Ты вот Ну сейчас... теперь убедился. Да, вот Василий тоже сейчас убедился, то, что со снятием это совсем другая тема. Потому что вот ты же проходил. Ну, концовочка будет такая, то, что в принципе много специалистов. Каждый по-своему думает. Каждый по-своему. Вот. Кто-то так считает, кто-то на диагностику там бесплатную зазывает, кто-то еще куда-то. В принципе, это дело, как говорится, каждого. А я рассказываю, как есть. У меня была такая машина. Я на ней целый год отъездил. Спокойно вообще. Я раньше в такси работал. В общем, знаю, что это за аппарат. Потом у меня был Вокси. Тоже по Телемону привет. Вот. Ну и сейчас людям как бы рассказываю, как есть, чтобы не боялись, потому что вот именно вот этот автомобиль, вот сейчас вот именно про этот автомобиль, который я лично сам снял батарею, я могу сказать, что тут батарея четкая. Вообще классная батарея, можно ездить спокойно, смело, вот целый год и вообще не париться. Но опять-таки это не значит, что вы там должны забывать про ТО, забывать о том, что надо масло менять, о том, что надо ЕГР чистить, потому что здесь не заглушенный ЕГР. Это очень хорошо. Вот. Потому что дольше двигатель проживет. Ну да, есть там свой нюанс, там почистки и так далее, как бы. Но это такая тема. Вот. Ну все, будем с Василием прощаться. Уходить. Погода шепчет. Машин много. Все, всем пока. В общем, город должен знать своих мастеров. Езжай, пожалуйста. Счастливой тебе продажи. Но такая корова нужна самому на самом деле. Зато уверен теперь, что в моторе... Да, да. Все, Василий нормальный парень, адекватный, продвинутый. Давно ездит уже на Приусе. Все, пока-пока. А, вон там у него еще болтается эта штучка. Ну ладно, поправит. Все. Всем пока, ребят. Лето, скоро лето. А летом батареечки требуют большего ухода.